Глава Коми прокомментировал ситуацию с омикроном в республике. Владимир Уйба отметил, что регион к приходу нового штамма начал готовиться заблаговременно. Так, интернаты снова перешли на закрытый режим работы. Работодателям рекомендовано перевести на удаленку сотрудников старше 60 лет. Кроме того, рассматривается вопрос о дополнительной обработке транспорта. Подробнее в новом ежедневном обращении главы. Бурлун Дона Йортис. Добрый день, уважаемые жители республики. Сегодня 19 января, крещение или праздник Богоявления. Всех поздравляю с этим православным праздником. Всем крещенского здоровья, крепости духа, веры и сохранить и помыслы, и тело, и здоровье в чистоте. Всего самого доброго. По основному сообщению сегодня я расскажу более подробно о совещании, которое провел вчера председатель правительства Российской Федерации Мишустин Михаил Владимирович. И темой этого совещания – это распространение штамма омикрон в Российской Федерации. Действительно, мы имеем опыт. В других странах штамм омикрон уже свою работу сделал. И действительно мы видели, что и в Европе ежедневные сводки заболевших переваливали за несколько сотен тысяч. В Америке это вообще был миллион в день заболевших. То есть это говорит о том, что штамм очень заразный, и нас ждет точно этот же вызов. Поэтому сейчас, после праздников новогодних, люди вернулись, в том числе и из международных поездок, и, конечно, омикрон в России появился, он начал свое распространение. Москва, естественно, первая приняла на себя удар омикрона, и, тем не менее, у нас это появление омикрона и его распространение будет тоже очень стремительным. Поэтому и совещание у Михаила Владимировича Мишустина было посвящено именно тому, что нужно сейчас, вот в эти несколько, может быть, дней, которые еще есть у нас, для того, чтобы сосредоточить все силы и средства, создать резервы, это использовать, это время, потому что когда придет омикрон, уже будет, что называется, не до подготовительных мероприятий. Что по этому поводу я дал поручения, их 14 их поручений, но сейчас на основных остановлюсь. Почему? Потому что они в обязательном, все эти поручения, кроме того, что они носят порядок и всем АИВам заинтересованным, но и связаны напрямую с жизнью вас, уважаемые жители республики. Поэтому те поручения, которые непосредственно будут связаны с устройством работы амбулаторной сети, а на нее будет основной удар работы подведомственных структур, Минсоцразвития, там тоже будут в соответствии с поручением введены дополнительные меры ограничительные. Поэтому вот по порядку. Ну, во-первых, для того, чтобы действительно мы понимаем, что амбулаторная сеть будет под ударом, и привлечь дополнительное количество и волонтеров, и студентов колледжей и университета, уже сегодня в соответствии с поручением люди рекрутируются, набираются студенты на работу, волонтеры привлекаются к работе, студенты колледжей и университета будут привлечены в первую очередь для того, чтобы выполнять работу по их специальности и возможной профессиональной подготовке, а волонтеры будут привлечены в первую очередь на работу в колл-центрах. По колл-центрам тоже отдельное поручение, потому что вызовы, которые от вас будут идти в поликлинике на скорую помощь, не должны захлебнуться, вызовы должны доходить. И есть установленный регламент с момента того, как вы позвонили, не должно проходить более 5 минут, с тем, чтобы на вызов обязательно был ответ, и дальше у вас, уважаемые жители, было понимание, как будет решен вопрос далее. Либо это будет, допустим, если это бессимптомное заболевание или в легкой форме, то
Еще одно поручение говорит о том, что не нужно будет выходить в поликлинику для открытия больничного листа. Далее будет патронаж, также телефонный патронаж. Самая главная задача – это снизить количество больных людей в организованных местах, ну, то есть в поликлинике, в первую очередь, в аптеках и так далее. Для этого вот сегодня весь алгоритм меняется оказания медицинской помощи, часть его выносится за так называемый бесконтактный режим, то есть выдача больничного, открытие больничного и закрытие, если заболевание проходит бессимптомно, но тем не менее, что значит бессимптомно? Есть недомогание, есть признаки ОРВИ, есть невысокая температура, то назначается лечение, которое по методическим рекомендациям прописано при таких формах заболевания, и медикаменты доставляются на дом волонтерами. Вот здесь уже подключаются волонтеры, либо студенты-медики. Если заболевание начинает приобретать уже форму осложнений, то тогда, конечно, уже подключается амбулаторная сеть, доктор, и если это требуется, то госпитализация в стационар. При этом все-таки, понимая, что очень большая будет нагрузка на медицинский персонал, дополнительно я еще дал поручение разработать меры социальной и материальной поддержки медицинского персонала. По колл-центрам я уже сказал, что не только дополнительно волонтеров, которые будут отвечать на звонки, это еще и дополнительное количество линий, а самое главное помещений, где будут установлены телефоны для ответы на вызовы. По интернатам. Интернаты с годичным круглосуточным нахождением там пациентов, в основном это интернаты относятся к Министерству социальной защиты и труда, они переводятся на закрытый режим, так как это было у нас там в 2020 году. И до особого распоряжения закрытый режим сниматься не будет. Весь персонал, который заходит вновь на работу, проходит в обязательном порядке двухкратные ПЦР, и только после этого заходит в интернат. Теперь по людям, работающим старше 60 лет, в обязательном порядке рекомендовано всем работодателям максимально вывести людей на дистанционный режим работы, 60 лет и старше. Далее, для того, чтобы контролировать распространение инфекции, вовремя выводить людей из работающих коллективов, усилить количество проведения ПЦР-исследований вплоть до 3 раз в течение недели, в начале недели, в середине и в конце, с тем, чтобы как можно быстрее диагностировать и вывести человека на изоляцию. Для этого мы запросили, я вчера подписал обращение в правительство Российской Федерации о дополнительном выделении экспресс-тестов, с тем, чтобы мы могли выдать экспресс-тесты медицинским работникам в организованные коллективы, чтобы там на месте непосредственно проводить исследования и как можно быстрее получать ответ. Что еще дополнительно? Ну и, конечно, мы рассматриваем вопросы дополнительной обработки общественного транспорта, потому что большое количество все-таки людей заражается, в том числе в общественном транспорте, в местах большого скопления, это торговые центры и так далее. Там усиливается режим противоэпидемических мероприятий вот в части кратности обработок. Вот такие меры мы завтра еще дополнительно рассмотрим на оперативном республиканском штабе, но основные мероприятия в виде поручений, которые уже начали работать в республике, я вам сегодня изложил. Ну и понятно, что при малейших признаках, повторяю, нужно понимать, что не нужно никуда идти, там, ни в поликлинику, никуда, нужно сначала оформить вызов, проконсультироваться. Для этого мы тоже будем выделять отдельные линии для консультации специалистов, врачей по состоянию.
человека, чтобы специалист принимал решение. Либо это легкое течение, можно, как я сказал, уже ограничить бесконтактным способом выдачи больничного листа и назначения лечения по методическим рекомендациям. Либо все-таки уже к тому или иному пациенту будет ехать доктор, приезжать на дом, либо бригада скорой помощи. Вот самое главное — это разобщить и не дать возможности большому количеству людей перемещаться, больных именно людей, с тем, чтобы заражать новых людей, поскольку, повторяю, заразность у омикрона просто кратно выше, чем у дельты, например, хотя дельта тоже очень заразный штамм. По эпидобстановке, мы начали рост начали активно, то есть сегодня у нас 178 случаев, вчера было 141, то есть сразу прирост более 30 случаев за сутки. Также начали резко расти и города, и Сыктывкар, и Ухта. Ухта причем практически догнала Сыктывкар, 45 Сыктывкар, 40 Ухта. И Усинск, Сосногорский район тоже начали расти. Это говорит о том, что люди возвращаются после праздничных каникул и привозят с собой вирус, естественно, начинают заражать друг друга. По заболевшим, с 178 случаев у нас 54 человека привитые, но они все амбулаторные, практически у всех амбулаторное течение, 49 из 54 у нас на амбулаторном лечении, то есть легкая форма. По умершим у нас удивительно, слава богу, небольшое количество умерших, всего 2 человека, и при этом среди умерших нет ни одного вакцинированного. Если смотреть, я уже об этом говорил вчера, по аналогии с странами, которые перенесли уже на себе омикрон и переболели омикроном, конечно, в меньшей степени заболевают и заражаются люди привитые, либо переболевшие. Поэтому, конечно, у нас сегодня снова и снова задача как можно быстрее и больше прививаться с тем, чтобы и омикрону противостоять, но и все-таки выходить на республику с высоким уровнем вакцинированных, а это 80%, с тем, чтобы мы могли действительно уже переходить к достаточно такой спокойной жизни, без ограничений, но для этого нам нужно достигнуть коллективный иммунитет. И этот коллективный иммунитет, конечно, зависит от каждого из нас. На этом у меня сегодня вся информация. Всего вам самого доброго. До следующей встречи.